Доброе утро, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас и желаем всем, кто сейчас находится по ту сторону экрана, прекрасного пятничного утра, отличного настроения, ну и, конечно, хорошего рабочего дня. Да, на календаре 4 апреля, дата красивая, потому что она такая, если не брать год, зеркальная, получается 404, а вместе получается цифра 404, но об этом чуть позже поговорим. Возможно, знающие люди поняли, в чем прикол этой цифры, трехзначной уже имеется в виду. Ну вот очень интересные факты, как всегда, нам рассказывает Павел Танин. Ну а я, Дарья Анкехова, тоже, кстати, поделюсь полезной информацией, но все это будет чуть позже. Ну и, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11 градусов. В Заречной группе 12 градусов мороза. В Южных минус 7 плюс 3. В Вилюйской группе 18,5 градусов со знаком минус. В Нижнеленских 22,8 ниже 0. В Западных 15,5 со знаком минус. В Колымандигирской группе улусов до минус 22. В Янских 17,8 градусов ниже 0. На северо-западе 32,16 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 10 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 4 градусов. Немножко побаловало теплом нас эта неделя. Сегодня в Якутске, во всяком случае, уже опять немножко в минусовых диапазонах мы находимся. Вот такие у нас метеорологические новости. Ну а далее поговорим о новостях настоящих, о событиях, которые произошли в республике, за ее пределами. О них нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Соединенные Штаты с 3 апреля ввели пошлины в 25% на произведенные за пределами страны автомобили. Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них, заявил Дональд Трамп. Он назвал эти пошлины декларацией нашей экономической независимости. При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень в 10%. Если хотите, чтобы пошлины были на уровне в 0%, то производите свои товары здесь, в Соединенных Штатах, подытожил американский президент. В Ленске отработала правительственная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросам подготовки к паводку и пожароопасному сезону этого года. На площади Ленина члены комиссии осмотрели силы и средства, которые будут задействованы во время паводка. Были выставлены службы МЧС, МВД, службы спасения, ЛПТС, Гранит, Арарат, а также техника управляющих компаний. Представители служб рассказали членам комиссии, какие задачи будут лежать на их предприятии и личном составе. В целом вижу подготовку всегда тщательную. Ленск, это считается, Ленский район, это форпост республики, который всегда у нас на переднем крае. Соответственно, видна и подготовка. Все это, конечно, сейчас хорошо, мы посмотрели, все красиво. Надеюсь, что также вся эта техника и весь личный состав всех взаимодействующих структур будет слаженно работать при тех или иных чрезвычайных ситуациях. Я все время говорю, удача любит подготовленных. Первая неделя апреля в Мирном будет снежной, сообщают синоптики. Зима не спешит покидать город, а белые осадки подкидывают вызовы коммунальщикам. С дорог и тротуаров в марте убрали 8 тысяч кубометров снега. Вдвое больше вывезли управляющие компании с дворовых территорий. Также подрядные организации расчищают детские площадки. В ЖКХ понимают, в этих условиях не просто приходится не только тем, кто борется со снегом, но и простым горожанам, и объясняют, что делать, если нужна срочная очистка территории. За март коммунальщики вывезли с улиц Мирного 28 тысяч кубометров снега, что больше, чем за январь-февраль вместе взятые. В первую очередь обратиться в управляющую компанию, потому что управляющая компания – это как представитель собственника. И если эта придомовая территория не относится к дому, то управляющая компания, естественно, с нами свяжется, и мы максимально короткие сроки организуем работу с подрядчиками. Или управляющая компания сама будет производить уборку этой территории, если это в границах придомовой.
Россияне стали жить благополучнее. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества. По его данным, за прошлый год индекс социального благополучия у граждан поднялся на 12%. В частности, среднемесячная зарплата у людей за год выросла на четверть и составляет 128 тысяч, а стоимость жизни подорожала всего на 10% до 24 тысяч. Согласно отчету, лидерами тридцатки регионов по социальному благополучию стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Замкнули список Башкирия, Новосибирская и Омская области. Исследование подчеркивает, что за 9 лет индекс стабильно растет, что свидетельствует об отсутствии значительного влияния внешних факторов, включая санкционное давление. Сегодня пятница, и, как правило, в этот день на человека начинает давить груз накопившейся усталости. При этом конец недели обычно поднимает настроение, но все-таки последние 2 рабочих дня достаточно тяжелое время. Да, но психологи утверждают, что в пятницу могут давить недоделанные дела, а попытки быстрее все закончить могут повлиять на здоровье и на физическом уровне в том числе. И лучшей универсальной таблеткой для борьбы с депрессивным таким состоянием является спорт, в частности, утренняя зарядка. Доброе утро! Сегодня мы продолжаем комплекс с детишками. Сегодня сделаем растяжку, также на осаночку и на хорошее самочувствие перед нашим рабочим днем. Аня, давай ложимся на коврик. И ручками делаем вдох, выдох, руки вниз. Еще раз вдох, выдох. И как струночка потянулась, ножки, ручки. 4, 3, 2, 1. Ручки по сторонам раскинули. Хоп. Ножку поставила правую налево и пошли. Вытяжение позвоночника. Хоп. И обратно. Голова в ту сторону смотрит. Хоп. В обратную сторону. Аня, ко мне смотри. Хоп. И последний раз. На выдохе. Хоп. Хорошо. Ножку поменяли. Теперь лево и уходим в правую сторону. Хоп. Поставила. И в правую сторону ножку, голова влево. Выдох. Вдох медленно. Выдох. Поясничка, спинка отдыхает. Еще раз. Выдох. И снова как струночка потянулась. 3, 2, 1. Давай лодочку сделала. И вперед-назад покачалась. В стороны. И снова вытянулась. 3, 2, 1. Себя обняла. И пошли. Вдох. Руки раскинула. Выдох. Дыхательная гимнастика. Вдох. Выдох. И третий раз. Вдох. Выдох. И теперь поясничку растянем. Ножку к себе потянула. 3, 2, 1. Голову прижали. Хоп. Голову положила. Коленку выпрямила. Левую ножку себе тянем. 3, 2, 1. Хоп. Положила. И вытянулись. Тянемся. 3, 2, 1. Ручку одну вниз пошли. Одна наверху. И пошли. Раз наверх. 2, 3, 4. Молодец. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Снова потянулись. 3, 2, 1. Ручки Анечка вот так согнула. В локтях. Хоп. И пошли вниз. Плечевой сустав. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Одну руку наверху оставь, а другую внизу. Разноименные пошли. Хоп, хоп. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И потянулась снова. Тянемся. Вдох, 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 вдох. И отпустила. Выдох. Ножку к себе правую потянули. И в другую сторону. Правую ножку. Ножку тянем. И в сторону потянули корпус. Хорошо. Опустили. Другую ножку. Хоп. И потянули. Опустили. Хорошо. Потянулись. И с выдохом. И за ножку взяли. И поднялись. Вот такой комплекс мы сделали на растяжку, на пробуждение. Всем хорошего дня! Сегодня 4 апреля, и в этот день отмечают Международный день моркови. Этот праздник отмечается с 2003 года и создан для всех любителей этого оранжевого корнеплода. А еще сегодня день витамина С, Всемирный день крысы, Международный день интернета, а также Всемирный день бродячих собак.
Огромное количество праздников. И вот, кстати, возвращаясь к началу, я говорил про 4 апреля, 404 вместе, получается 404. Именно поэтому на этот день и выпадает День интернета, потому что знающие люди не сразу поняли, что один из кодов, да, между которыми с собой общаются в интернете устройства, да, 404 код — это знаменитая страница «Не найдена». Многие, наверное, кто хоть раз пользовался браузером, искал разные какие-то сайты по делам или неважно, если находил такую историю, когда страница не найдена. Это вот тот самый 404 код, поэтому на 4 апреля и выпал день празднования Дня интернета. Ну, то есть проще всего, если так подумать, то сегодня обязательно нужно съесть хотя бы одну морковку, выпить аспирин, да? Аскорбиновую кислоту, все верно. Также необходимо сегодня посидеть в интернете, ну куда же без этого, коли уж сегодня праздник. Ну вот не знаю, Всемирный день крысы как отметить и Всемирный день бродячих животных? Ну, бродячих животных, возможно, можно, в принципе, какое-нибудь маленькое, небольшое пожертвование приюту какому-нибудь сделать, например. Правильно. Да. А день крысы, ну, там уж сами как хотите, так и отвечайте, что называется. Ну и вот такие замечательные праздники. А чем же отмечен этот день в истории, узнаем далее. На календаре 4 апреля. Сегодня день интернета, день веб-мастера. По народному календарю Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Это день в истории. 1833. Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». 1856. Начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок марки колонии Британская Гвиана, сегодня Кооперативная Республика Гаяна. 1932. Впервые выделен витамин С, аскорбиновая кислота. В этот день родились Пьер Поль Прюдон, французский художник; Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов; Карл Сименс, немецкий и британский инженер, металлург; Ефим Волков, русский художник, пейзажист, академик; Юрий Герман, советский писатель, драматург, киносценарист. Именины сегодня отмечают Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина и Таисия. Ну, а человека в современном мире уже невозможно представить без компьютеров, планшетов и телефонов, социальных сетей, возвращаясь опять же к Международному дню интернета. Вообще жизнь людей становится комфортной, однако создает это все много угроз, потому что с развитием вот этой всей доступности, цифровизации и вообще при появлении вот этой возможности быстрого перечисления средств, да, с помощью мобильных устройств и приложений появилось много возможностей и для мошенников, которые при помощи всего этого могут похитить средства. Накануне мы записали интервью с нашим гостем, который дал полезные, а самое главное, проверенные советы. Обман граждан мошенниками – это острая тема не только для Якутии, для всей России. Только в 2024 году сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей. В 2025 году мошенники стали звонить россиянам чаще. Каждый 700-й входящий звонок в стране был мошенническим. У нас в гостях директор МТС в Республике Саха-Якутия Прокопий Неустроев, с кем мы сегодня поговорим о существующих мошеннических схемах, а самое главное о том, как обезопасить себя от нежелательных звонков. Доброе утро. Доброе утро. Прокопий, как мы все понимаем, что в последнее время количество спам-звонков и звонков от мошенников резко увеличилось, а их способы становятся все филиграннее. Да? За ними действительно не успеть, как будто бы. Да? У вас, как у оператора, есть информация, из какой сферы чаще всего поступают такие звонки? Да, мы все мониторим. Из года в год количество спам-звонков и мошенников растет. Поэтому мы, как оператор и цифровая экосистема, которые внедряем технологии для безопасности наших клиентов, глубоко погружены в этот процесс, проанализировали с коллегами, во-первых, изучили статистику и вывели схемы, сценарии, по каким методам используют мошенники. По нашему региону на первом месте это звонки рекламы и опросы населения. На второй очереди это финансовые организации. Третье это коллекторы. И четвертое это вот как раз-таки кластер возможные мошенники. Ну, вообще, говоря про мошенников,
мы в эфирах говорим и так далее, каждый раз у них там совершенствуется, несовершенствуется. Как вообще за последнее время, в принципе, поведение телефонных мошенников изменилось? Да, по статистике добавлю, в прошлом году мы зафиксировали 11 тысяч звонков на одного нашего абонента. Это говорит о том, что частота или получение перс-данных, мошенников целенаправленные. 11 тысяч звонков на На одного абонента. Это за год? Это за год. Это вводит наша система. Что касательно, какие схемы сейчас, в категории топ, это, во-первых, инвестиционные проекты. Звонят сделать вклад, инвестиции. На втором месте это получается под оператором связи на продление действия номера сотового телефона. И третье, соответственно, люди представляются под специалистами энергоснабжающих организаций для поверки счетчиков. А в целом, как себя можно обезопасить? Если звонок, как, может быть, распознать можно, что звонит мошенник, понять? В первую очередь, это как раз-таки цифровая культура, гигиена. Нужно придерживаться определенных правил информационной безопасности. Первое – это в моменте не отвечать. Цель же мошенников – это при эмоциональном сейфноте получить ваши персональные данные, получить доступ к вашим финансовым инструментам. Ни в коем образе не отвечать сходу. То есть здесь они вас вводят по определенному треку. Этого нельзя сделать. Нужно взять тайм-аут, минимум полчаса. Нужно сделать проверки, и уже принять взвешенное решение. Большинство как раз-таки моментов, которые попадают для мошенников, это как раз-таки скорые принятия решений, в моменте. На горячую голову. На горячую голову. И, соответственно, еще собраться с близкими. И очень хороший инструмент – это придумать кодовое слово, потому что сейчас мошенники используют и подмену голосов близких, поэтому, чтобы это не случилось, должны быть проверочные вопросы. И при реагировании, получении ответа это поддерживается, а если нет, то, соответственно, это мошенники. Но нужно дополнительно, кроме этих правил, всегда пользоваться цифровыми сервисами. Сейчас этих сервисов очень много, разрабатываем. Поэтому это как раз-таки будет защитой. Давайте поговорим все-таки о защите своих абонентов. Вы же, как оператор сотовой связи, помимо статистики, наверное, продумываете и какие-то варианты программ или еще что-то. В случае, если вдруг случилась уже какая-то ситуация, позвонили, поднимаешь нежелательный номер телефона, но все-таки уже вступил в разговор, либо уже поговорил, и что-то происходит дальше. Каким образом сотовый оператор может помочь в этом? Да, у нас есть сервис «Защитник», который касается с клиентом первое, с момента входящего звонка и в моменте разговора. В моменте входящего разговора фильтрация происходит по тем, что мы знаем большие данные и знаем, с каких предприятий могут звонить. Мы знаем, какие номера звонят абоненту, и делается выверка. Соответственно, если этот номер подозрительный, либо в публичных сетях где-то есть информация, что это мошенники или спамеры, то сама система за абонента будет, первое, отвечать, второе, записывать это в виде текстовых сообщений, диалог, и абонент вправе посмотреть это сообщение потом. Если вдруг все-таки абонент взял трубку и поговорил с мошенником, в нашей системе также онлайн есть инструмент, мы научили эту систему, и оно по голосу биометрии, либо по другим сценариям, которые уже зашиты в сценариях мошенников, идентифицирует подозрительный звонок и тут же дает голосовое сообщение именно нашему абоненту о том, что с ним разговаривает мошенник, пора прекращать разговор. То есть во время разговора? Во время разговора внедряется, да? Да, мы можем сейчас прямо послушать. Живой пример. Живой пример. Алло, здравствуйте, слушаю. Алло, Андрей Николаевич? Да, это я. Вас беспокоит из вашего банка. Меня зовут Попов Ярослав Михайлович, отдел по защите клиентов. Слушаю вас. От вас поступила заявка на вывод денежных средств со счета в размере 27 тысяч рублей. Вы подтверждаете эту операцию? Нет, я ничего никому не переводил.
В таком случае похоже, что к вашему счету получили доступ посторонние. Я могу отклонить заявку на вывод денежных средств. Вы подтверждаете отмену? Внимание. Подождите. Возможно, с вами разговаривает мошенник. Будьте осторожны. То есть вот такое уведомление. То есть вот в моменте, но эту функцию абонент должен подключить себе? Это подписка наша. Это подписка. Да, это подписка. Сервис называется «Защитник», «Защитник плюс». Да, и, соответственно, если говорим о том, что мы защищаем наших клиентов с момента входящего звонка, во время звонка, то если вдруг этот случай произошел, у нас есть страховка от финансовых потерь, связанных с мошенничеством, да, там, до 1,5 миллиона. И на сегодняшний день на рынке, наверное, это самая крупная страховка, да, там, с суммой вот 1,5 миллиона. Мы этот инструмент тоже уже запустили, и он рабочий. То есть смотри, даже вот подключив такую подписку, да, ну, мне кажется, особенно надо подумать о пожилых, да, людях, потому что действительно они зачастую Чаще страдают. всех. Лучше подключить эту подписку. Во-первых, обезопасить можно заранее, обезопасить можно в ходе разговора, да, ну а в случае, если вдруг что-то сделали, так еще получить можно и страховочку, да, ну то есть это все контролируется, мониторится непосредственно оператором сотовой связи. Мне кажется, это очень удобная и хорошая программа. Спасибо большое, Прокопий, за полезные советы и вот за ту самую статистику, которая говорит сама за себя, что, вы, как вы уже сказали, вы не стоите на месте, работаете именно на своих абонентов для того, чтобы все-таки обезопасить нас от тех самых мошенников. Спасибо. Средства массовой информации постоянно предостерегают население о действиях мошенников, будь то телевидение, радио или газеты. Кстати, газеты в наше непростое время актуальны как никогда. Да, каждая газета — это все-таки совместный труд целой группы людей, которые к формированию информационного контента подходят со знанием дела, так как учились этому, и в отличие от случайных людей, выкладывающих в социальных сетях различную информацию, зачастую основанную, кстати, на недостоверных фактах, они все-таки подходят к делу профессионально. Газеты прививают, в конце концов, еще и культуру чтения. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Представляем вашему вниманию анонс газеты «Якутия» от 4 апреля. Охота для якутского мужчины как путь самурая, идя по которому приходится терпеть немало лишений и невзгод. Так считает наш корреспондент Аламжи Будаев. На этот путь встали более 90 тысяч якутян. Именно столько в республике официально зарегистрированных охотников. В это воскресенье они отмечают свой праздник. Мы не могли обойти стороной это событие и посвятили ему тему номера. Как распорядились своими подъемными миллионами рублей земские учителя? Насколько эффективно работает программа «Земский учитель»? Об этом подробно рассказала в своем материале наш корреспондент Ирина Романова. Почему Якутский финансово-экономический колледж имени Ивана Фадеева считается кузницей кадров для финансовой системы республики? Как в старейшем учебном заведении Якутии осваивает новые технологии обучения и сохраняет богатейший опыт? О сегодняшнем дне ЕФЭК читайте в репортаже обозревателя Анастасии Москвитиной. Северные надбавки для всех якутян – постоянная зарплата вместо пресловутых трудодней для селян. Зарождение одного из столпов экономики республики – Южно-Якутского территориально-производственного комплекса – это лишь малая часть поистине революционных изменений в жизни Якутии, которых добился во время своего руководства республикой Гаврил Иосифович Черяев. О малоизвестных фактах его жизни и работы читайте в материале нашего обозревателя Кюнне Еремеевой. До свидания, всего вам доброго. Давненько, если честно, лично я не держала в руках газету. А вот если вспомнить свое детство, то каждую пятницу я покупала несколько различных печатных изданий и обязательно читала новостную сводку, а еще любимый блок был «Кулинария». Ну, я как бы сам не покупал лично, если вспомнить детство, как бы, но газеты в доме были, естественно, потому что, ну, в 90-х, начало нулевых, все-таки это, наверное, такой один из основных источников информации. Был. Ну и плюс там всякие кроссворды были, рубрики всякие интересные. Ну вот одна из рубрик, вернусь опять вновь к «Кулинарии», даже вырезали, вот хозяюшки вырезали эти рецептики, вклеивали в тетрадь, и потом вот хранили и передавали такую вот поварскую книгу из поколения в поколение. Ну это проще, чем, да, всю газету сохранять ради рецепта. Вырезали. Вот. А вообще можно же реально вклеить, а можно же потом украсить, и много чего можно с этим сделать. И вот. Но мы пойдем дальше, мы в современном мире живем. Сегодня
поговорим тоже про кулинарию, про блюда и покажем вам небольшой хороший рецепт вкусноты, который можете сами приготовить. Доброе утро, Якутия! Привет, страна! Сегодня мы приготовим с вами настоящий томатный гаспачо, настоящий томатный суп. Для начала мы возьмем томатный сок, зальем их в формочки для льда и поставим в морозилку, что я уже сделал заранее. Значит, для начала, перед приготовлением супа, мы сделаем декор для нашего гаспачо. Что нам понадобится? Нам понадобится экономка, и с определенных овощей мы снимем тонкую шкурку, буквально понемногу. Возьмем сельдерея. Кстати, сельдерей, кто не знал, да, сельдерей нужно чистить. В сельдерее находятся волокна жесткие, как капроновая нитка. Поэтому, если вручную, мы просто ломаем и достаем вот эти самые нитки. Если некогда, и вы профессионал, и вам нужно быстро все сделать, то нужно взять экономку и срезать эти нити экономкой. Значит, у нас сельдерей есть, огурцы есть. Возьмем желтый перец, немножко желтых красок, и возьмем красный перец. Теперь мы каждый продукт очень мелко нарежем соломкой. Как можно меньше, как можно тоньше. По итогу у нас получилась вот такая тонкая разноцветная соломка. Следующим действием мы положим соломку в ледяную воду. Ледяная вода красиво скрутит волокна этой соломки, и у нас получится очень даже красивый декор. Поэтому соломку я пока отправляю в морозилку. Следующим действием нам нужно нарезать все овощи мелким кубиком. Если суп перебить блендером, получится однообразная каша. А если мы нарежем наш суп мелким-мелким кубиком, то у нас получится во рту салют ярких, сочных красок каждого овоща, каждого в отдельности. Томаты можно чуть крупнее нарубить. Сочетание всех продуктов должно быть одинаковым. Так, и чеснок. Чеснок мы возьмем 2 головки, нарубим и отправим в блендер перебивать. Также мы в блендер немного добавим перебить, совсем немного, тех же самых продуктов, которые использовали в нашем супе. Как я уже говорил, основа супа — это томаты в собственном соку, в очищенном виде. Я добавил чеснок, немного овощей, которые мы использовали в мелко нарезанном виде. Добавим немного оливковое масло в суп. Здесь же сейчас нам надо заправить перцем, солью. Суп добавляем в нашу основу. Точнее, суп-основу добавляем в наши нарезанные овощи. Накладываем в тарелку наш суп. Вот такой у нас получается декор из овощей. Извлечем наши кубики томатные из формочек. Буквально 2 кубика достаточно. И сверху кубиков мы поставим наш декор. Немного взбодрим оливковым маслом и оживим перечным ароматом.
Наш холодный суп гаспачо готов. Приятного аппетита! Ну, я думаю, что многие из нас уже позавтракали, но такой вот вкусный гаспачо можно приготовить вечером, допустим, да, на ужин, порадовать своих близких интересным, таким очень вкусным супом. Да. Потом главное не забыть почистить зубы перед сном. Вот переходим к гигиене полости рта, которую тоже нужно всегда помнить. Да, и мы даже более того хотим помочь вам в этом деле, чтобы у вас с зубами было все хорошо, потому что мы понимаем, что чистить зубы, ну, вообще после еды, в том числе, это тоже хорошая такая практика, если хотите сохранить улыбку ослепительной, как якутские алмазы. Вот. Ну а чтобы мотивировать вас еще сильнее, мы хотим подарить кому-то из вас сертификат на профессиональную чистку зубов в стоматологической клинике города Якутска от Дантис. Вот как же его получить, что нужно для этого сделать, Даша? Расскажи нам. Все очень просто. Подпишитесь на наш телеграм-канал, если вы еще этого не сделали. Найдите последний пост и ответьте там на вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Кто придумал термин «молочные зубы»? Итак, дерзаем, отвечаем. Уже продублировали мы вопрос в нашем телеграм-канале. Дорогие друзья, вам нужно будет ответить. Ответ, кстати говоря, несложный. Ответ несложный, вопрос несложный, О, ответ тоже да. несложный. Ну а в любом случае, конечно же, победитель будет определяться случайным образом с помощью генератора случайных чисел из числа всех тех, кто даст ответ правильный. Ну, собственно, мы любим дарить подарки, и поэтому и наши телезрители любят получать эти подарки. Вот и сегодня профессиональная чистка зубов достанется кому-то из вас. Да. Ну а мы продолжаем, потому что между тем в Ленске прошла уже традиционная ярмарка для своих. Организаторами выступили волонтеры общественного движения «Ленский покров». Принимали участие предприятия, организации, учреждения города. Все вырученные деньги пойдут для поддержки бойцов, находящихся в зоне СВО. Ленчане приняли активное участие в этом мероприятии. Ярмарка не только предоставила возможность оказать посильную помощь нашим защитникам, но и подарила всем участникам яркие эмоции и, конечно же, хорошее настроение. Подробнее об этом далее. Так много радости и веселья испытали гости ярмарки. Организаторы привлекали народ, пели шутливые песенки и выкрикивали зазывалки. На площади Ленина в ряд выстроились десятки торговых палаток. Участники ярмарки представили на своих прилавках изобилие товаров. Пирожки и заготовки, баночки с домашним вареньем и компотами, изумительная выпечка и шашлык, горячий плов из пылу жару, вкусные блинчики. Чего только не видели на столах покупателей. Веселые продавцы радушно приветствовали, расхваливая свои товары. Подходим, плов горяченький покупаем. Блины 300 рублей. Вязаные игрушки, носочки, варежки, обереги, подушки ручной работы и многое другое. Так волонтеры общественного движения «Ленский покров», которые и выступили организаторами ярмарки, не могли найти свободное место на своем прилавке, чтобы разместить всю приготовленную продукцию. Приготовили все. И соленья принесли, и выпечку, и торты, и чай. И искусно работали люди, швеи, которые шили там и подушечки, и одеяло. Как-то вот так. Все для них, все для победы. Мы хотим, чтобы все-таки наступил мир сейчас, через час и завтра, чтобы дети наши и мы жили спокойно. В ярмарке принимали участие организации, предприятия, предприниматели города и, конечно же, учреждения образования. И, как всегда, не остались в стороне и специалисты комитета по молодежной и семейной политике. На месте они приготовили плов, тут же пекли блины и жарили шашлык. Конечно же, мы вызвались и на ярмарке поучаствовать, всем нашим комитетам по молодежной политике. Вот, и сами тоже покупаем активно плов, булочки и пирожки. Ленчане с удовольствием приобретали представленный товар. Около палаток выстраивались очереди. Никто не ушел с пустыми руками. Ярмарка, конечно, очень хорошая. Я посмотрел, что продается. Очень большой ассортимент. Я взял лично для себя грибы, посмотрел, и взял еще варенье малиновое. Вот. Сейчас вот наши шашлыки стоят. Ну, да, очень большой ассортимент, очень много народу. Очень отрадно, что люди приходят, покупают, и что собранные все средства все пойдут на помощь фронту.
Отдельно от торговых рядов расположилась выставка фотографий «Семья героя». Для гостей была создана праздничная атмосфера, проводились различные акции, а детвору развлекал большой плюшевый медведь. С ним все могли сфотографироваться. Все собранные средства пойдут на нужды ребят, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Замечательный пример для подражания. Действительно весело, здорово время провели, так еще и помощь оказали. Вообще, знаешь, иногда бывает такое ощущение, что вот хочется помочь. Да, и вариантов для этого огромное множество, и людей или групп людей, которым помощь необходима, тоже достаточно немало, поэтому если есть желание помогать, всегда можно найти кому и как. И вот пример замечательный. Вчера, 3 апреля, в Национальной библиотеке Республики открылась персональная выставка Михаила Скрябина. Выставка приурочена к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Ее главная цель — показать родителям, воспитывающих детей с этим диагнозом, что, несмотря на трудности, можно, конечно, развивать ребенка и найти свой путь в жизни. То есть вот такая помощь через, показать пример, что да, как бы моральная поддержка — это тоже помощь своего рода. Подробнее об этом далее. В 2 стены разместились красочные работы Михаила Скрябина. Выставка «Мой путь» выбрала картины десятилетней творческой деятельности молодого художника. Первая персональная выставка Михаила – это результат больших трудов, стараний не только одного ребенка, но и педагогов и единомышленников. В работах Михаила можно заметить много разных сюжетов и техник. А как ярко и интересно он сочетает цвета. Миша очень рад, заинтересован, и он свои эмоции передает в красках именно на этих холстах. Так как неговорящие люди, если не могут рассказать, сказать, они могут вот таким образом передать, выразить свои чувства. Он любит природу, он очень любит природу, пейзажи. И, в общем, смотря на его картины, нет никаких темных каких-то красок. Всегда он выбирает яркие краски, блики. То, что не видит нормотипичный человек, он может увидеть и передать его на картинах. Диагноз аутизм Миши был поставлен в 3-летнем возрасте. Родители долгое время искали интерес и талант сына, сталкивались со сложностями. Так мама будущего художника основала абилитационный центр «Особый ребенок» для развития детей с аутизмом. Мы искали, где заниматься именно вот ребенком с аутизмом, но не найдя в то время никаких центров для аутистов, мы открыли свой абилитационный центр «Особый ребенок». И с тех пор, где-то с 10 лет, Миша начал проявлять себя в творчестве. Начали писать гранты, различные проекты. И нашли учителя, который мог именно найти подход особенному ребенку. С тех пор Миша начал писать не только рисовать графические картины, но и начал рисовать акрилом на холстах. Сейчас Михаил занимается в Центре реабилитации для молодых людей «Снегири». Преподаватель изобразительного искусства Матрена Петровна сразу заметила в мальчике аккуратность и самостоятельность. Больше всего Миша любит акриловые краски, а среди любимых тематик – пейзажи. Мишу отличает именно трудолюбие, щепетильность, потому что другими какими-то отдельными инструментами он не работает, он работает только своими. Очень тщательно выбирает именно материал, краски. Даже в смешивании красок у него вот эта вот аккуратность во всем проявляется. И очень примечательно то, что у Миши вот врожденное восприятие красоты и чувство цвета у него есть. Поэтому его работы очень насыщенные, очень яркие и незабываемые, можно сказать. Михаил творчески развивается в разных направлениях. Хорошо лепит, занимается выжиганием. Потому мама Инна Валерьевна не отрицает, что следующим этапом может стать выставка в совершенно другой технике. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Что ж, далее мы готовы передать вновь слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Мы продолжаем
Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Мьянме произошло третье землетрясение. Толчки силой более 5,5 баллов случились в Андаманском море у побережья республики. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Об этом сообщил Европейский сейсмоцентр. По их данным, толчки ощущались в 4 городах Мьянмы. Власти страны ситуацию не комментировали. Это уже третье землетрясение в Мьянме с 28 марта. Магнитуда первого была около 8 баллов. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. По последним данным, общее число погибших в результате землетрясения превысило 3000 человек. Снегопад и гололед осложнили ситуацию на дорогах Якутска. Количество ДТП увеличивается с каждым днем. В Якутске на этой неделе зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия с 4 пострадавшими. Только за 3 апреля произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали несовершеннолетние пассажиры в связи с гололедом на дорогах. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Все происходит из-за несоблюдения скоростного режима, а также дистанции. А также в основном у нас дорожно-транспортные происшествия происходят на перекрестках, то есть водители не соблюдают очередность проезда. Также совершаются наезды на пешеходов. Вот вчера зарегистрирован наезд на пожилую женщину, где в результате наезда женщина получила перелом таза. То есть и совершаются наезды на пешеходных переходах и вот на перекрестках. Пешеходам рекомендуем настоятельно перед выходом на проезжую часть посмотреть по сторонам и убедиться, что все автомобили в точности остановились. В Республиканской больнице номер 1 в Национальном центре медицины состоялось благотворительное мероприятие для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Клоунский патруль. Улыбайся с нами», организованное благотворительным фондом «Добросвет». В рамках проекта клоуны подарили детям атмосферу волшебства и радости и помогли отвлечься от больничной рутины, используя юмор, игры, музыкальные инструменты, фокусы и обаяние. Главная цель улыбчивых профессионалов – не просто вызвать смех, а обеспечить юным пациентам спокойствие в непривычной обстановке и снизить уровень тревожности. Якутск – это третий город. В этом году, да. В прошлом году городов было 8. В этом году планируется 16 городов. За прошлый год посетили, скажем так, около 500 детей, да, то есть порадовали около 500 детей. В этом году планируется в 2 раза больше. Отклики в глазах – это и радость, и облегчение, удивление, конечно, и надежда у родителей. Иногда очень много отклика и не только у детей, но и у родителей. Тоже поддержка, возможность иногда что-то проговорить, выдохнуть. В рамках декады Всемирного дня здоровья в школе номер 39 прошла акция «Азбука правильного питания». Специалисты Республиканского центра медицинской профилактики подготовили лекции, викторины и игры по основам здорового образа жизни. Всего в мероприятиях приняло участие более 200 детей. Интересным нововведением в программу обучения стало использование игр виртуальной реальности. Ученики, надев VR-шлем, могли взаимодействовать с продуктами, разрезать их в энергичной ритм-игре и отделять вредную еду от полезной. Эти игры вообще разработали наши специалисты нашего центра, врачи. Есть различные игры. В данное время очень актуально это супермаркет. То есть там ребенок, заходя в магазин, он должен собрать именно полезные питательные продукты и набирает баллы. Если он вдруг в корзинку кладет неправильно какой-то продукт, газировку и так далее, то списывают баллы. И у детей есть такой игровой интерес, конечно, кто больше наберет баллов, поэтому им это очень интересно. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Сегодня, 4 апреля, Якутия отмечает столетие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Гавриила Чиряева, под чьим руководством республика совершила мощный экономический и культурный рывок. В честь юбилея по всей Якутии пройдут памятные мероприятия. А сокровищница Якутии представит именной алмаз, добытый в 1995 году на руднике на трубке «Удачная». Да. О том, каким был Гавриил Иосифович, как руководитель, и как сегодня сохраняется память о нем, мы поговорим с нашим гостем, первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Надеждой Махначевской. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, да, кем был все-таки Гавриил Иосифович, какие основные вехи, да, в его биографии, да, можно отметить?
Да, действительно, сегодня, 4 апреля, вся республика отмечает столетие со дня рождения выдающегося государственного политического деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Гаврила Иосифовича Чиряева. Он родился 4 апреля в 25 году, и его трудовая деятельность началась в 17 лет. Он был учителем математики и военного дела. И в 1942 году был призван, в 1943 году он был призван в ряды советской армии. Ему было тогда 18 лет. И в 1950 году он вернулся и продолжил свою деятельность, но уже в Министерстве просвещения тогда нашей республики. И в 40 лет он возглавил Якутскую ССР. Ему тогда было, да, всего 40 лет. За эти годы сделано очень многое. И сейчас его соратники, люди, которые его знали, и отмечают очень большой вклад в промышленность, в образование, в сельское хозяйство, в жизнь сельских людей. И в его время были построены под его руководством город Мирный, город Удачный, город Айхал. Мы прекрасно знаем, что промышленность сейчас, доходы промышленных компаний, это составляют основные доходы нашего государственного бюджета Республики Саха-Якутия. И с уверенностью можем сказать, что одним из начинателей вот этого дела был Гаврил Иосифович Чиряев. Это как раз к вопросу о его роли, да, в развитии республики. А в целом, вот упомянули много вообще сфер, на которые он повлиял. Хотелось бы про науку, образование, культуру в нашей республике поговорить. Как поддерживал он развитие этих направлений? Действительно, очень много делалось и в сохранении якутского языка, и в строительстве школ. Тогда за 17 лет было построено 283 школы. Это в год примерно 16-17 школ строило. И началось строительство 38 школ. Началось строительство корпусов Якутского госуниверситета, других образовательных организаций. Ну и, конечно же, была колоссальная поддержка и писателям, и учреждениям культуры, ну, как вот отметила, сохранению нашего языка. Ну а какие основные мероприятия пройдут в Якутске в честь столетия? И, возможно, можно телезрителям проанонсировать, где и что можно увидеть и посетить? Ну, вообще, организационный комитет был утвержден распоряжением главы Республики Саха-Якутия еще в 1923 году. Буквально год назад в связи с кадровыми изменениями председателем оргкомитета был назначен заместитель председателя правительства Республики Анатолий Скалонович Семенов. Утвержден план мероприятий. План мероприятий достаточно объемный. Он включает в себя как большие инвестиционные проекты, так и отдельные мероприятия и для школьников, которые должны проводиться в школах по увековечиванию памяти Гаврила Иосифовича Чиряева. И, наверное, это один из таких объемных, ну и даже в финансовой части планов, которые вообще были утверждены у нас в республике по юбилейным мероприятиям. Очень большая работа проведена в течение года. Это с помощью, вообще подключились к работе многие отрасли. Это и промышленные компании, такие как Алроса, Якутскэнерго, ГУП ЖКХ. Это практически большой ряд отраслей, до министерств, ведомств. Это Минкультуры, Министерство образования, МинЖКХ, Минтранс и так далее. Ну и в муниципалитетах, конечно, проходят очень большие тоже мероприятия. Там в родном Вилюйском районе, в Нерингуре, который он основал, да, в Мирном, где были построены удачные Айхалы, конечно же, в городе Якутске. Но основные республиканские мероприятия у нас проходили и вчера, и сегодня в городе Якутске. Вчера очень хорошо прошла презентация книги, и сегодня ряд мероприятий. Начнется возложением цветов на сквере Чиряева и закончится торжественным собранием в Театре оперы и балета в 6 часов вечера. Спасибо большое, Надежда, что посетили наш утренний эфир. И, конечно, мы уверены в том, что память все-таки живет пока
мы помним, да, и вообще человек живет, пока мы помним, и я думаю, что Гаврил Иосифович навсегда оставил след в истории нашей республики, ну а будущее поколение будет об этом помнить и чтить, а самое главное, приумножать все то, что он начал. Спасибо. Спасибо. Вот, ну и, как мы уже сказали, сегодня, в день столетия Гаврила Чиряева, сокровищница Якутии представит широкой публике экспозицию именного алмаза, названного в его честь. И наша съемочная группа одной из первых увидела этот уникальный алмаз. С именем Гаврила Чиряева напрямую связано промышленное развитие Якутии. Геологоразведку он считал одним из главных направлений развития региона, благодаря чему были выявлены и подготовлены к промышленному освоению месторождения алмазов, золота, угля, нефти и других полезных ископаемых. Поэтому не случайно, что один из крупных алмазов, найденных в Якутии, носит его имя. Был обнаружен в фабрике 12 горно-обогатительного комбината «Удачный». В феврале 1995 года компания «Алроса» присвоила имя Гаврила Иосифовича Чиряева. Крупные алмазы в Якутии были обнаружены сразу после открытия коренных и рассыпных месторождений в 1955 году. Позднее были найдены более ценные ювелирные камни, которые сегодня входят в список именных алмазов. Один из них – алмаз имени Чиряева. Вес этого камня 68,06 карата. Крупными считается более 50 карат. И Якут Трес Алмаз, когда еще с 1959 года основал такую добрую традицию, крупным и редким кристаллам алмаза присваивать имена. Часть семенных алмазов хранится в Госфонде драгметаллов и драгоценных камней республики и выставляется на широкое обозрение на выставке «Сокровищница республики». Алмаз имени Чиряева с сегодняшнего дня и весь апрель якутяне и гости Якутии могут увидеть в специальной экспозиции, посвященной столетию видного якутянина. Слово «алмаз» на греческом означает «несокрушимый». Он может существовать вечно. И очень символично, что имена выдающихся якутян сохраняются в именных алмазах. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Вот так вот потихонечку, помаленечку, а наш эфир подходит к концу. Эфир подходит к концу, но не подходит к концу, конечно же, наше присутствие «Утро Якутии» имеется в виду в вашей жизни, потому что всегда есть телеграм-канал, в котором тоже много всего интересного в течение дня, а сегодня тем более есть уникальная возможность подарок получить. Даша, напомни, пожалуйста. Итак, кто-то из вас сегодня, дорогие телезрители, может получить сертификат, подарочный сертификат на профессиональную чистку, что необходимо каждому из нас. Для этого вам нужно лишь ответить на наш вопрос. В телеграм-канале он уже есть. Найти этот пост. Итак, вопрос звучал: кто придумал термин «молочные зубы»? Так, кто правильно ответит, среди них выберется при помощи генератора случайных чисел человек, который, собственно, сертификат получит. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Желаем отличных выходных, хорошего дня. И завершаем наш пятничный эфир мы по традиции музыкальной паузой. Всего хорошего, увидимся в понедельник.